Саламатсыңарбы 7 класстын окуучулары, биз 5 сабакты баштар алдында турабыз. Эсиңерде болсо, биз 4 сабакта Windows 7 иштетүү системанын стандарттык тексттик программаларын өткөнбүз. Алар WordPad, блокнот, записки деп аталат. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда Word программасын боюнча өтмөкчүбүз. Аны кантип установ алыш керек, кайсы жерден көчүрүп алыш керек, ошол боюнча төмөндөгү видео сабакка көңүл бурсак. Всем привет, друзья! Вы смотрите канал «Что с компом?» И в этом небольшом обучающем видеоролике хочу рассказать, откуда скачать рабочий и активированный Microsoft Office 2016 года. Итак, переходим по ссылке в описании на сайт «Что с компом?». Здесь написана уже статья на данную тему. Опускаемся вниз и видим здесь кнопку «Скачать». Кстати, информация о торренте. Размер 3,5 гигабайта, версия 16, интерфейс русский и лечение уже активировано. Жмем на кнопку, скачиваем торрент файл и запускаем его. Выбираем место, куда хотим сохранить, и жмем ОК. Итак, офис у меня уже раздается, я уже скачал его. Запускаем установочный файл, жмем запустить. В открывшемся окне выбираем место, куда нам нужно разархивировать наш офис. У меня это диск D. Можно создать здесь. Пишем новая папка. Папка 1. Жмем «Активить». И ожидаем процесс распаковки. Данный офис подойдет не только на 64-разрядную операционную систему, но подойдет и для 32-битной. Итак, распаковка завершена. Теперь запускаем установочный файл. Здесь нам необходимо выбрать, видите, убрать эту галочку, добавить поиск mail, установить обновление. А здесь оставляем автоматически активировать офис после установки. Также можно убрать галочку вот расширение, нам это не нужно в браузере, и выбрать свою разрядность. Рекомендуется выбирать 32, но все зависит от вашего Windows. У меня 64-битная. Выбираем язык также. Можем посмотреть дополнительные возможности, но здесь вроде все так, пускай остается. Нажимаем запустить установщик. И теперь нам необходимо перейти во вкладку настройки. Здесь оставляем язык, переходим в параметры установки, выбираем все, что вам нужно. Мне, например, нужен офис, все остальное я удалю. Также я оставлю себе Excel. А все остальное можем, нажимаем и жмем. Компонент недоступен. Так, Word я также оставлю. Skype для бизнеса не нужен. Общее средство Office также не нужно. И средства Office не нужно. Далее, расположение файла можете оставить по умолчанию. Требуется место на диске практически 2 гигабайта, и сведения о пользователе это можно оставить. И жмем теперь установить. Необходимо теперь опять подождать ход выполнения установки. Длится он у каждого по-разному, все зависит от мощности вашего компьютера. Пока поставлю на паузу. Итак, все, установка завершена на мой компьютер Office. Теперь необходимо нажать «Закрыть». И теперь можем, тут нажимаем ОК. Теперь переходим в пуск, все программы. И здесь мы видим Office, Excel и Word. Также вот можете нажать на папку средства Microsoft Office 2016 и открыть дополнительные компоненты. Давайте запустим Word и посмотрим. Нажимаем «Закрыть».
И здесь нажимаем «Отложить этот вопрос», «Принять». Запускаем. И видим, что данная программа, данная версия Office активна. Закрываем. Также, если, к примеру, можем открыть дополнительные возможности и нажать, если у вас не получилось активировать, или у вас сбилась активация, нажимаем «Активировать Office». Запускается процесс активации, ждем его, и после этих действий Office у вас будет активен. Видите, у меня уже Office активирован. Спасибо, друзья, за просмотр данного видеоролика.